В отражениях лебединых прудов, где утренний туман растворяется над водой, величаво скользят белоснежные лебеди. Еще недавно царила тихая гармония природы и человека. Эта картина привлекала сюда семьи с детьми художников и фотографов, превращая новоафонские пруды в место чистоты и спокойствия. Однако райский уголок перестал быть безмятежным. В прозрачной глубине появились мертвые стебли водорослей, поверхность усеяна бурым слоем растительных остатков, а от воды исходит затхлый запах. За внешним спокойствием затаилась беда, незаметная, но угрожающая жизни местной экосистемы. Так началась тревожная глава в истории лебединых прудов, заставившая администрацию города и ученых искать ответы и пути спасения любимого уголка природы. Сама проблематика данного вопроса идет далеко годами ранее, так сказать. Порядка более 10 лет данная проблема существует. Что хотел бы сказать, гости наши, приезжающие к нам в город, предприниматели на период летний, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обеспокоены состоянием пруда, решением данного вопроса. Я хочу сказать, что данная проблема беспокоит также и в первую очередь горожан, афонцев очень сильно. Ну и естественно, администрация города не бездействует. Мы на месте для того, чтобы решать разного рода вопросы, в том числе и данную проблему. В новоафонских лебединых прудах наблюдается проблема гибели водорослей ладеи. Погибая, она оседает на дно, разлагается, всплывает на поверхность водоема хлопьями. При этом в прудах по-прежнему водится рыба. Но по наблюдениям работников парка не стало крупных карпов и толстолобиков, характерных для этих вод. И ладея – своеобразное сердце экосистемы прудов. Она фильтрует воду, насыщает ее кислородом и создает среду для жизни рыбы и моллюсков. Для решения проблемы администрацией предприняты ряд мер. Однако этого недостаточно. Прежде всего, это покос этой ладеи. Для того, чтобы облегчить, это был непосильный труд. Он и сейчас непосильный, но это в разы было тяжелее. Трудоемкий процесс, и по времени он растягивался практически на 3-4 месяца беспрерывной работы. То есть раньше человек на лодке, в прямом смысле слова, с косой косил и ладею, и потом ее изымали. Для того, чтобы ускорить процесс покоса и ладеи, для того, чтобы уменьшить трудозатраты, новоафонская администрация была приобретено специализированное плавсредство, которое мы с вами можем наблюдать. То есть по нашему заказу в Ставропольском экспериментальном заводе подобную лодку нам и соорудили. Она оснащена и дизельным двигателем, и специальными ножами. Площадь водного зеркала 14,5 тысяч квадратных метров. Объем воды 21 тысяча кубических метров. Следующий этап, после того, как уже произведен покос, скажу языком парковского хозяйства, стягивают озеро. Что это означает? Натягивают канаты, один на лодке, один вдоль берега идут. Всю эту скошенную водоросль в специально отведенные места стягивают. Следующий этап, он тоже достаточно трудоемкий, это извлечение водорослей из воды. Зачастую мы для этого приглашаем и дополнительных рабочих. И последний этап – это уже непосредственно погрузка и вывоз. Каждое утро убирают парк и стягивают хлопья, образованные разложением. В летнее время, когда уровень воды в реке Псырцха уменьшается, администрацией выстраивается небольшая дамба для увеличения потока и объема воды. Буквально 3 года назад также новоафонской администрацией был монтирован шлюз, тоже уже механизированной системой спуска и подъема, что тоже в свою очередь облегчило труд рабочих. И благодаря чему уже более быстро можно реагировать на изменение уровня воды. Также монтируется небольшая дамба для увеличения уровня воды. Исторически данный водоем служил очистным сооружением Новоафонского монастыря. Затем заболоченная и заросшая кустарником долина реки Псырцха была расчищена и превращена в парк с каналами, системой прудов. Тогда же были сооружены несколько каменных арочных мостиков. В настоящее время Новоафонские пруды являются туристическим объектом и одной из главных достопримечательностей города. Новоафонские пруды представляют собой
целую систему уже связанных друг с другом бассейнов, которые получают воду из реки Псырцх. Водозабор находится напротив городского стадиона. Отсюда вода поступает по водоводу в первый бассейн, и затем она проходит через систему каналов и прудов и вытекает в море. Это один из путей прохождения воды. Второй вариант прохождения отсюда и впадает снова в реку Псырцха. И таким образом вся система прудов оказывается постоянно обновляется за счет поступления воды из реки Псырцха. Водоросль Иладея очень чувствительна к химическим загрязнениям. 3 года назад администрация Нового Афона обратилась в Институт экологии Абхазии с просьбой выяснить причины происходящего. Сотрудники института провели исследования. Они касались в первую очередь гидрохимии. Вначале не было понятно, какой же химический агент является причиной гибели этих водорослей. По мере того, как мы стали проводить исследования, было выяснено, что основной проблемой и загрязнителем новоафонских прудов являются окислители. Эти окислители используются в качестве обеззараживания бассейнов. А поступают они в новоафонские пруды из водозабора реки Псырцха. А в Псырцху они поступают от ливневых канализационных стоков, которые идут от предприятий, баз отдыха, которые расположены в Новом Афоне. Число их последние годы увеличивается. По всей видимости, объемы бассейнов и всякого рода таких вот элементов, обеспечивающих комфортный отдых отдыхающих, увеличиваются, но с ними приходится бороться, потому что бассейны очень быстро обрастают водорослями. И для того, чтобы этого не происходило, их обеззараживают. И, соответственно, одним из способов обеззараживания является кислородный окислитель. Затем это все сливается в Псырцху. Из Псырцхи водозабор забирает это, и это поступает в пруды. А в прудах, естественно, водоросли не выдерживают таких концентраций высоких этого химического агента, и это приводит к их гибели. Оптимальным вариантом решения проблемы было бы полностью перекрыть все источники поступления загрязнений в реку Псырцха. Однако в Новом Афоне нет очистных сооружений. Возникает вопрос цены глобального городского устройства канализационной системы, которая обеспечила бы очистку и прием сточных вод. И я так понимаю, что это не ближайшего времени задача с учетом объемов затрат, которые необходимы для этого. С другой стороны, есть, конечно, компромиссный выход из этого. Он заключается в том, чтобы, новоафонские пруды запитать не с того места, где река загрязнена, а провести водовод, который бы запитывал новоафонские пруды с водопада, к примеру. Но это будет чуть больше полкилометра. Тогда в новоафонские пруды будет поступать чистая вода, которая не загрязнена никакими агентами, реагентами. И таким образом эта проблема может быть решена до того момента, когда будет произведена полная канализация города и постройка очистных сооружений. Но радикально вопрос может быть решен только в том случае, когда стоки не будут поступать в реку Псырцха и будет произведена канализация стоков всего города. Спасти лебединые пруды – вопрос не только защиты редкой экосистемы. Важно сохранить уголок подлинной красоты и гармонии, которым всегда славился Новый Афон для будущих поколений. Шазина Ханагу, Айнал Гвинджи, Саида Харазия, Абхазское телевидение.